Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движения за независимость Саха. Наша сегодняшняя тема одна из основных в последнее время, ну кроме эсэх, конечно. У всех ленты в Инстаграм, в Телеграм забиты эсэхом. Я, конечно, понимаю, что праздник, тем не менее. На фоне этого праздника была очень неприятная новость о задержании лидера волонтерского штаба «Мы вместе» Айлана Винокурова и еще одного, тоже руководителя волонтерской организации Алгыса Петрова. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело в том, что они собирали гранты, пожертвования, якобы для поддержки, участников специальной военной операции, как это называется, и вообще смогли на этом деле похитить более 5 миллионов рублей. Часть средств они переводили на личные банковские карты и обналичивали под видом оплаты зарплат фиктивным сотрудникам. Также часть собранных средств для гуманитарной помощи на фронт вообще не доходила до адресатов. Сейчас изучаются документы, финансовые отчеты, проверяется прозрачность расходования средств. Сам Винокуров и Петров, они отправлены под домашний арест, по-моему, до конца августа. Я хочу сказать, что для россиян такая тема, как сбор гуманитарной помощи, очень щепетильна. Типа такая вот очень патриотическая тема. Сборы для фронта, сборы для сборы для наших мальчиков, да. И когда вот в этой ситуации речь заходит о коррупции, да, это их, россиян, особенно задевает. Потому что речь идет о тех вещах, которые они воспринимают буквально как святые. Для них война это святое действие вообще. Казалось бы, да, вообще, кто может наживаться на таких вот очень важных эмоциональных темах, да? Но оказывается, особенно быстро коррупция цветет именно на таких эмоционально важных темах. Почему так происходит? Во-первых, потому что в этой среде, в гуманитарной, в военной, да, сейчас крутятся самые большие деньги. И в этой же сфере, особенно в волонтерской, практически отсутствует контроль за расходованием, за получением средств и за расходованием средств. Когда речь идет о больших, вообще о крупных деньгах в Российской Федерации, ну это всегда так, практически всегда контроля за их получением и расходованием нет. Почему так происходит? Потому что все понимают, где большие деньги, там обязательно можно украсть. Поэтому можно и не нужно это контролировать. Когда люди видят миллионы, которые проходят без всякого учета, без четкого учета, тогда у них возникает соблазн себе положить какую-то часть, положить себе в карман. Во-вторых, в таких организациях очень сильно развит культ личных связей. Ну, такой ближний круг. Они работают по принципу ближнего круга. Вместо прозрачной системы закупок и строгих аудитов они работают, по принципу договорюсь с другом, да, или отдам знакомому подрядчику, на зарплату себе возьму родственника. Ну и вот вся вот эта вот система, она рождает кланы, она рождает вот такие схемы мутные, да. И, ну, естественно, где мутные схемы, там всегда коррупция. Следующий момент. Такие крупные коррупционные схемы очень легко в этом случае, ну вот в том случае, о котором мы говорим, очень легко прикрыть патриотизмом. Такое удобное прикрытие. Лозунг «Все для фронта». Под этот лозунг можно получать огромные деньги. Быстро и, ну, еще раз повторю, без контроля, да, на волне эмоций. Можно получить, вот, нашим мальчикам очень нужно, давайте быстро соберем. Вот как я все время читаю вот в этих телеграм-каналах Z, да, которые собирают для фронта и для наших мальчиков. Вот. А когда задаешь вопросы таким людям, куда вы дели деньги, ну, вопросы не задаются, конечно, но если бы кто-то задал вопрос, отчитайтесь, да,
ему бы сразу в ответ сказали бы: ты что, против наших, значит, бойцов, которые жизнь свою отдают ради нашей Родины, ради того, чтобы вот такие, как ты, мирно жили, значит, мирно спали и мирно ели у себя в Якутске. То есть любая попытка задать вопрос тут же объявляется непатриотичной. И этот человек тоже объявляется непатриотичным. Честные волонтеры, конечно, существуют, их много, но каждый громкий скандал... Волонтерское движение вообще очень популярно во всем мире, и это очень хорошо принимается. И среди молодежи, и среди старшего поколения очень хорошо принимается. Допустим, если ученик школы занимается активно волонтерской деятельностью, то это ему бонусы для того, чтобы поступить в университет. Это принято во всем мире. Вот. Ну, каждый такой скандал, вот он, конечно же, подрывает доверие к волонтерской деятельности. Но для нас, на самом деле, эта новость, я считаю, что очень большой плюс. Для нас, для кого? Для людей, кто выступает против войны, для антивоенных активистов и для тех, кто выступает за независимость. Почему? Сейчас я вам объясню, почему. Во-первых, для нас, для тех, кто настроен против войны, любая коррупция в российском тылу воспринимается как ослабление врага. Если гуманитарная помощь не доходит до солдат, если деньги, которые могли бы пойти на какое-то, я не знаю, военное оборудование, если эти деньги крадутся, значит, военные российские получат меньше снабжения, что вызовет за собой падение морального духа и уменьшит возможность воевать, вести боевые действия. Так что, да, это для нас это очень жирный плюс. Вот такая новость о коррупции. Это очень жирный плюс. Чем больше своруют, тем быстрее развалит систему изнутри. Во-вторых, такие случаи – это прямое доказательство того, что война и сопутствующая ей вот такая патриотическая риторика строится не на искренности, а на жадности и на лицемерии. Те, кто громче всех кричит про, значит, помощь фронту, на самом деле хотят только набить карманы. Да, вот такие случаи показывают обществу, что война выгодна определенной группе людей. Значит, в-третьих, каждый коррупционный скандал, он деморализует тех, кто поддерживает военные действия и уменьшает поток добровольной помощи. Я надеюсь, что наконец люди после вот таких, если больше будет скандал, то люди, наверное, начнут чаще задавать себе вопрос: стоит ли жертвовать деньги, потому что их все равно украдут. Для нашего антивоенного движения это стратегически полезно, я вам скажу. Да. Меньше пожертвований, меньше ресурсов, меньше мотивации. И самое главное, воровство, особенно в таких крупных размерах, да, всегда бьет по армии. Когда гуманитарная помощь, военные ресурсы разворовываются, солдаты на фронте получают меньше. Они получают меньше бронежилетов, они получают некачественные аптечки, ну, к примеру, у них недостаток еды, у них недостаток топлива, у них недостаток техники и у них недостаток оружия. И это напрямую влияет на боеспособность. Даже при высокой мотивации плохо экипированный солдат с голыми руками – это, в общем-то, даже и не боец. Поэтому с точки зрения войны в Украине коррупционный скандал, который связан с помощью фронту российскому, да, это очень даже неплохо. Еще один фактор, почему я считаю, что такие скандалы только на руку нам. Коррупция разрушает доверие к руководству и к командирам, тем, кто находится в армии. Когда бойцы, люди, например, узнают, что волонтерские деньги ушли в чужие карманы, у них падает моральный дух, падает вера в государство, падает вера в командование. Вот.
Ну и, соответственно, растет количество дезертиров, растет количество тех, кто сдается в плен. Это тоже очень хорошо на самом деле. Ну и вот, да, о системной модернизации я уже сказала, что да, что вместо того, чтобы эти деньги пошли бы, могли бы пойти на новое оружие, они уходят налево, разворовываются. И это тоже очень хорошо. Так что вообще вся эта новость, это очень хороший для нас знак. Конечно, вообще, по большому счету, воровству радоваться плохо, но мы тут говорим, что воровство происходит не в каком-то демократическом государстве, а воровство происходит там, где власть убивает людей. И своих, и чужих. Убивает и обворовывает. То есть в этом случае коррупция разрушает российскую систему. И нельзя сказать, что это плохо. Вообще, я считаю, что Россия разворовывает себя лучше любых санкций. Так что не исключено, что война скоро закончится, потому что русские разворуют все, что можно в этой стране. Какие последствия будут внутри республики? Я очень надеюсь на то, что будут наказаны кураторы. Кураторы всего того, что связано с гуманитаркой, кураторами являются Айсен Николаев непосредственно и Балабкина, зампред правительства. Они напрямую политически отвечают за все массовые, общественные и гуманитарные инициативы в регионе. Особенно вот Балабкина отвечает за те инициативы гуманитарные, за сбор гуманитарной помощи, которая идет на войну. Для любого российского губернатора крайне важно продемонстрировать лояльность и эффективность управления перед Кремлем. Коррупционный скандал в гуманитарной сфере, да и тот, который связан с поддержкой фронта, значит, подрывает образ эффективного управленца. Нет, он показывает, что нет, Айсен Николаев неэффективный управленец. У него под носом воруют миллионы. Так что да, для Айсена Николаева это очень большой удар по имиджу как главы региона, который всегда гордился якутским добровольческим движением. Для Балабкина это личный удар, так как она курирует и гранты, и всяческие благотворительные проекты. Мы должны понимать, что Кремль очень внимательно следит за тем, что происходит с поддержкой войны в регионах и за мобилизационной лояльностью, так называемой, да. То есть они не хотели бы допустить дискредитации армии. Это им очень важно. И поэтому любой скандал, который бьет по священной теме, да, помощь фронту, будет восприниматься как провал контроля на местах. Да, это серьезный удар и по Айсену Николаеву, и по Балабкину. Но я думаю, что в меньшей степени по Николаеву. Он вот эту ситуацию может использовать в свою пользу, говоря о том, что, значит, он эффективно борется с коррупцией. И для того, чтобы сохранить свое лицо, конечно же, на растерзание он отдаст именно Балабкину. Я лично уверена в этом. И формально, и по документам она несет политическую ответственность за организацию всего этого движения. Помните, как она в самом начале войны заставляла глав улусов поставлять мясо, да, на фронт? Ну, то есть поставлять людей. Да, именно она отвечает за организацию и поставки мяса, и поставки гуманитарной помощи. Вот, поэтому Николаеву будет выгодно слить именно ее для того, чтобы сохранить собственное положение. Самый для него будет подходящий выход. Другое дело, что они, может быть, будут делать это не сразу, а попозже и под шумок, для того, чтобы особо резко это не бросалось в глаза, да. Это может быть формальная отставка по собственному желанию, но что маловероятно. Скорее всего, она уйдет, и она будет переведена на менее заметную должность. Вероятность того, что ее сохранят, очень маленькая. Скорее всего, она уйдет. И если она не уйдет и не будет переведена на другую должность, это будет означать, что Кремль решил выставить крайними, виновными вот этих вот волонтеров, Винокуров и Петров. Они-то свое получат в любом случае, Винокуров и Петров, да,
Но кого-то все равно Кремль будет показательно пороть. Мне кажется, это будет. И это как раз-таки будет Балабкина. Ну вот, пожалуй, на этом все. Будем следить за развитием событий, посмотрим, что будет дальше. 24 августа, до 24 августа, к чему придет следствие, может быть, там всплывут дополнительные миллионы, да, которые украли эти два брата-акробата. Может быть, в этом деле будет замешан и Куркутов, который, кстати, я помню, в начале войны именно он просил у Балабкиной, чтобы они обязали бюджетников сдавать деньги на поддержку войны. Всем на этом спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Будем обязательно следить за этой ситуацией. Встретимся уже на этой неделе.